Эпоха Золотой Орды – малоизученный, но важный период в истории Крыма. Полуостров находился под ордынской властью 202 года, с 1239 по 1441, а затем еще 61 год, с 1441 по 1502 боролся за независимость от Орды. За это сравнительно недолгое, по историческим меркам, время на полуострове произошли колоссальные перемены, навсегда определившие последующую судьбу Крыма и его жителей. В эпоху Орды потомки народов, населявших Крым до монгольского завоевания, смешались с несколькими волнами более поздних переселенцев и слились на территории полуострова в единый коренной народ. В эпоху Орды в Крыму массово распространился ислам, который стал объединяющим фактором в формировании крымско-татарского народа и развитии его самобытной мусульманской культуры. В эпоху Орды через Крым пролегли торговые пути между Европой и Азией, что обеспечило Крыму благосостояние и культурный подъем. Крым превратился в наиболее богатую и развитую провинцию Орды. В эпоху Орды были заложены основы крымско-татарской государственности. Среди всех тюркских держав, что возникли в 15 веке на руинах Улус-Альжучи, Крымское ханство первым достигло политической независимости и дольше всех прочих чингизидских государств сохраняло ее. Историческую судьбу Золотоордынской империи можно назвать ярким и наглядным примером того, как история с течением веков меняет местами победителей и побежденных. Тюркские народы Крыма и Евразии, жестоко покоренные монголами в XIII веке, влились в Улус-Джучи, составили абсолютное большинство его населения, благодаря своей многочисленности мирно овладели державой завоевателей и использовали ее как ступень для формирования собственных государств. А их бывшие покорители, монголы, утратили все завоевания Чингисхана, остались жить лишь в границах своих исконных прежних кочевий и через некоторое время были подчинены китайскими императорами. За 2 века, что прошли от Чингисхана до Хаджи-Герая, из далекой окраины монгольских завоеваний Крым сумел превратиться в развитое и благополучное самостоятельное государство – Крымское ханство.